Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я Михаил, и в этом видео вам расскажу про новое обновление в игре Euro Truck Simulator 2. Разработчики рады сообщить нам, что вышло обновление 1.45, поэтому они рекомендуют нам ознакомиться с ними. Поехали! Город Ганновер получил новый вид и был полностью переработан. В 1.45 подобную переделку в Австрии разработчики более или менее удалили весь город и начали с нуля. Городской круг был перенесен, хотя они также сделали все возможное, чтобы сохранить как можно больше от него. Однако это не относится к центру и южной части города, поскольку эти районы теперь имеют совершенно иную планировку, с новой экономикой, которая фактически состоит из нескольких уникальных складов в мире ETS-2. Одной из самых уникальных областей, которые будут включены в эту переработку, станет очень известная Ганноверская ярмарка, один из крупнейших торговых залов в мире, а также одна из наших самых больших проблем из-за того, что добавляемый нами час выполнена почти в масштабе 1 к 1. Также разработчики рады поделиться с нами еще долгожданным дополнением к ассортименту покупаемых прицепов, собственными прицепами сенсорными. На данный момент мы добавили в наши игры два различных типа прицепов сенсорн: топливные баки, силосы, прицепы для сыпучих грузов. Владелец дополнения Chrono Trailer Pack получит два новых трейлера в рамках бесплатного обновления. Новый строительный трейлер Profiliner и трейлер Keeper Liner. Оба этих новых трехосных прицепа будут оснащены подъемными осями. Также можно перевозить с помощью этих новых прицепов. Так что же можно перевозить с помощью этих новых прицепов? Прицеп Chrono Keeper Liner Кригенсайнер используется для перевозки стандартных грузов, а обновленный прицеп для строительных материалов Profiliner от Chrono позволяет водителям перевозить такие грузы, как мешки с семенами, удобрениями, растительный субстрат, напольную плитку, черепицу и кирпич. Вы также найдете новые грузовой продукт для рынка в грузовых перевозках Boxliner, который состоит из двух стабилированных шасси Boxliner для транспортировки. Разработчики также тесно сотрудничают с фантастической командой Chrono, чтобы представить нам иметь подробное представление о производственном заводе Chrono практически в Euro Truck Simulator 2. Экспериментальная функция, которую SSWare ввел для игроков, это позволительские представления о городах. Эти специальные ролики появляются, когда игрок выберет начальный город при создании нового профиля. На данный момент эти пользовательские представления городов будут показаны только для города Австрии и города Ганновер в Германии.
Они хотят услышать наши отзывы об этой новой функции и оценить наше мнение. Если мы посчитаем, что это было бы интересным новым дополнением для новых игроков, обязательно сообщите об этом разработчикам на наших официальных форумах. Мы будем признательны за ваши комментарии. Социальные сети игры есть в описании данного видеоролика. Загляните туда. Компания Yoast производит сцепные устройства для пятого колеса по всему миру с 1956 года. Они подали патент на самую первую стальную литейную сцепку пятого колеса и с тех пор продолжают стремиться к инновациям. Нам рады представить этого лидера в индустрии грузовых автомобилей в наших симуляторах, поскольку разработчики заменяют все небрендовые пятые колеса в Euro Truck Simulator 2 на фирменные пятые колеса Yoast. Одна из функций, над которыми наша команда работала для конвоя нашего внутриигрового мультиплеера, это поддержка отсутствующих модификаций. Мы признаем, что многие игроки играют со странными модификациями, созданными нашими талантливыми сообществом. Но мы также понимаем, что не все хотели бы загружать все необходимые модификации, чтобы присоединиться к сеансу конвоя друга. Таким образом, команда разработчиков разработала решение, позволяющее вам присоединиться к сессиям конвоя без необходимости вносить все необходимые изменения в сеанс хоста. Будет вариант для регистрации как на стороне сервера, так и на стороне клиента, чтобы включить это. Если вы решите использовать это, если вы являетесь моддером в нашем сообществе, пожалуйста, обратите внимание, что ваша модификация должна быть помечена как MP Mod Options, чтобы был распознан как мод, который может быть проигнорирован сервером конвоя, который допускает пропуск дополнительных модов. Когда мы как в то время путешествуем по дорогам, мы обязательно столкнемся с небольшим дождем, будь то кратковременный проливной дождь или сильный шторм. Водителям важно оставаться в безопасности во время движения по дороге при переменных погодных условиях. Однако из-за наиболее распространенной функции безопасности используется сегодня в автомобилях является датчик дождя. Эта изящная технология делает именно то, что указано на коробке. Оно определяет плотность дождя и в свою очередь регулирует скорость стеклоочистителя для нас. Эта функция активна, когда мы устанавливаем дворники нашего автомобиля в первое положение. Эта новая функция будет доступна в качестве опции, которую мы можем включить на странице настроек. Еще одна новая опция пользовательского интерфейса, которую они для нас выводят в этом обновлении, это возможность показывать или скрывать маркеры X, которые отмечены недоступны непроезжаемые дороги для игроков. Эта новая опция может сделать игру более захватывающей для некоторых водителей. Однако они настоятельно призывают игроков быть осторожными и следовать по правильному маршруту, так как невидимые барьеры, которые мешают нам проехать по этим участкам, все еще будут существовать и появляться на короткое время, если вы их нажмете. И на этом обновление к игре Euro Truck Simulator 2 подходит к своему завершению. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. И всем пока. С вами был, как всегда, я, Фейкмейкер. Всем пока.